Новогодний турнир по дзюдо собрал рекордное количество участников. Только сегодня, во второй соревновательный день, на татами специализированного зала имени Хасана Хламурзаева вышло без малого 200 человек. Точное число участников всех соревновательных дней турнира перевалило за 400. Воспитывая чемпионов, необходимо заинтересовать детей спортом. С этой целью и проводятся подобные спортивные праздники. Для Абдулмалика Аушева это уже 4-е состязание только в этом году. В борьбе за выход в полуфинал воспитанник спортивного клуба «Динамо» прозевал атаку соперника, но это только еще больше смотивировало юного атлета. Проигрыш – это мой это тоже урок, после которого я становлюсь лучше. Главное в дзюдо – это участие, и нельзя пропускать любые турниры. Из-за большого количества участников соревнования разделены на 2 дня с учетом возрастных групп, в которых юные дзюдоисты оспаривают право сильнейшего в 10 весовых категориях. Турнир на призы президента Федерации дзюдо региона Руслана Машхоева стал крупнейшим спортивным событием по этому виду спорта последнего воскресенья уходящего года. Сегодня по нашей республике в Харбулаке проходит турнир, там Зязика в юрте тоже проводит сегодня турнир, поэтому количество людей было бы нам гораздо больше, но сегодня, которые вот присутствуют здесь, около 200 детей. Сегодня тренируется 180, было вчера. Это радует, конечно, что дети много, и они борются и хотят заниматься спортом. Это очень лестно, и мы сами рады. Соревнования проводились не только с целью развития детского дзюдо в Ингушетии и повышения мастерства юных спортсменов, но также укрепления дружеских отношений между ними. Посоперничать по правилам японского единоборства от турнира к турниру собирается все больше спортсменов. Несмотря на усталость, участники на глазах своих болельщиков бились до конца. Сегодня я пришел поболеть за наших дзюдоистов из 14-й школы дзюдо. В этом году у нас это 15-е соревнование. Дзюдо дает мне опыт. Спорт в целом и дзюдо в частности каждый раз доказывает, что стоять на месте нельзя, если хочешь добиться настоящих больших побед. И то, что спортсмены в этом юном возрасте добиваются результата, дорогого стоит. Безусловными лидерами турнира стали воспитанники Назрановской школы дзюдо, численность которых не уступает количеству их фанатов на трибунах. Мне тренер дал только одно задание – бороться. Я вышел и победил японцев. Теперь я в полуфинале и без золотой медали отсюда не уйду. Мне это соревнования понравились, потому что здесь есть люди, с кем бороться. Много людей, дзюдоистов. Мне нравится бороться. Переход в новый спортивный сезон – это значимый этап для борца. Поэтому очень важно, благодаря подобным турнирам, набрать опыт и как следует почувствовать татами. А дальше победителей и призеров ждут еще более серьезные соревнования, где на кону будут стоять участие в межрегиональных и всероссийских стартах. Харун Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.